Клянусь при осуществлении полномочий президента Чеченской Республики уважать и охранять права человека и гражданина, защищать права многонационального народа Чеченской Республики и верно служить ему, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской Республики и законы республики. 10 лет назад народ доверил свою судьбу одному человеку. И этот выбор наверняка самый правильный в жизни каждого из нас. Под началом Кадырова республика стала неузнаваемой. Экономика, культура, спорт, образование, социальный и силовой блок, инвестиции. Во всех направлениях работа в прямом смысле кипит. Взять культуру, здравоохранение, образование. Во всех отношениях нету ни одного направления, чтобы лично Рамзан Ахматович не вкладывал свою душу, свои силы, чтобы это все поставить на самый высший уровень своего развития. Поэтому это дается очень большими усилиями. Он практически не спит 2-3 часа. Если это получится, и то хорошо. Все с нуля, с чистого листа. Хотя нет, рисовать на чистом листе гораздо легче, чем на изрисованном и стертом. Разбирать руины и строить заново. За 10 лет, казалось бы, сделать такое невозможно. Впрочем, давайте вместе вспомним самые громкие события этого десятилетия. С 17 октября 2008 в Грозном забилось сердце Чечни, крупнейшая мечеть в Европе. На открытие святыни прибыли религиозные деятели из 30 стран. Буквально за один день до открытия святыни побывал и Владимир Путин. В 2008 в регионе стартовала программа «Чечня без следов войны». В ее рамках были отремонтированы и построены сотни тысяч объектов, жилые дома, школы, больницы, детские сады. И все это могли наблюдать в режиме реального времени сотни тысяч людей во всем мире. Все потому, что в 2008 впервые в истории чеченского телевидения началось спутниковое вещание. Этого успеха удалось достичь благодаря почетному президенту компании Рамзану Кадырову. В рекордно короткие сроки, буквально за 100 дней, возвели музей Аллея славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. 11 мая 2011 года в чеченской столице торжественно открыли крупнейший на Северном Кавказе спортивный комплекс «Ахмат-Арена». Сооружение отвечает международным требованиям, стандартам УЕФА и ФИФА. Здесь состоялся первый матч. На поле вышла команда «Кавказ», в составе которой выступал и Рамзан Кадыров, и сборная мира под руководством Диего Марадоны, за которую сыграли уже завершившие карьеру известные футболисты. В 193-й день рождения города состоялось открытие высотного комплекса «Грозный-Сити». Самая высокая башня здесь 42-этажный жилой дом «Феникс», 5-звездочный отель высотой в 30 этажей, офисно-деловой центр и еще несколько высоток. Сегодня неподалеку от комплекса идет строительство многофункционального высотного комплекса «Ахмат Тауэр». Этот проект удивляет своими масштабами. – 19 июня 2012 в Грозном открыли Государственный русский драматический театр имени Лермонтова. Основной зал рассчитан на 500 зрительских мест. В мае 2014 в самом центре Аргуна забилось сердце матери. Сооружение не имеет аналогов во всем мире. Единственная в России мечеть в стиле хай-тек. Здесь также возвели высотный комплекс Аргун-Сити-1 и Аргун-Сити-2. Через несколько месяцев еще один масштабный объект – туристический комплекс Кизиной-Ам. Эти открытия помогут значительно сократить уровень безработицы в республике. С начала 2016-го она уже снизилась на 12 тысяч человек, а это более 16%. Для меня поездка в Грозный и в любой другой район, скажем, на казино Ам съездить, это, знаете, это большей красоты нигде не увидишь. Рамзан Ахматович сейчас герой России, да, очень опытный военный, экономист. И команда хорошая, молодая, очень динамичная. Они еще много чего сделают, я уверен. На протяжении 10 лет по программе «Чечня без следов войны» были восстановлены Нажаюртовский, Курчалоевский, Наурский, Шилковской и Веденский районы. 2016 Рамзаном Кадыровым был объявлен годом Шаройского района. В кратчайшие сроки построены и реконструированы десятки объектов социального значения. Проложены сотни километров дорог. Однако в регионе строятся не только магистрали, но и новые мосты. Одним из самых крупных стал мост через горную реку Аргун. Он был построен за рекордно короткие сроки и соединил Шатойский, Шаройский и Тумкалинский районы. Теперь туристам будет гораздо удобнее добираться до всесезонного горнолыжного курорта Ведучи. Первую трассу здесь планируют запустить в этом году.
Рамзана Кадырова многие политики сегодня называют ключевым звеном в улучшении и укреплении отношений между Россией и исламскими странами. А началось все в 2007-м, когда впервые состоялась встреча тогда еще президента республики с королем Саудовской Аравии. После король Абдалла и Рамзан Кадыров отправились на религиозную церемонию омовения Каабы. Глава региона стал первым россиянином, который участвовал в этом ритуале в главной исламской святыне. 24 мая 2014-го журналистов Life News Марата Сайченко и Олега Сидякина доставили на самолете в Грозный. Решающую роль в освобождении из плена репортеров сыграл глава Чечни. Также благодаря его авторитету среди политиков удалось освободить российских моряков из ливийского плена. В июле 2012-го в Чечню из Объединенных Арабских Эмиратов привезли реликвии пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. 25 августа 2010-го в селе Центорой открыта первая в республике школа хафизов. Сегодня уже насчитывается 5 школ, которые выпустили 600 хафизов. Наш глава Рамзан Ахматович Кадыров является хранителем священных реликвий пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И не только реликвии пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Каждый год посылается на хадж тысячи паломников за счет фонда имени Ахмад Хаджи Кадырова. И благодаря тем добрым связям, добрым взаимоотношениям и авторитету нашего главы, с позволением Всевышнего Аллаха, каждый год заходят в священную Каабу сотни людей. Нет карикатурам на пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. В январе 2015-го сказали свыше 1 миллиона человек на центральной площади Грозного. Этот марш протеста стал самым массовым событием в истории современной России. В июле 2016-го в Грозном состоялся народный ифтар. Одновременно здесь поужинали более 30 тысяч человек. Вопросы пропаганды истинных исламских ценностей и борьбы с экстремистской идеологией стали ключевыми на Всемирной исламской конференции в чеченской столице. Участие в ней приняли более 100 религиозных деятелей из 30 государств. В начале 2017-го ознаменовалось сразу несколькими скандалами с запретом ношения хиджаба в образовательных учреждениях. Выступление о том, что хиджабам не место в школе, публично раскритиковал глава Чечни. Рамзан Кадыров отметил, что хиджаб – элемент свободы вероисповедания, которую гарантирует Конституция России. Модный дом «Фирдавс» более 7 лет представляет всему миру то, насколько скромным, красивым и одновременно стильным может быть мусульманский наряд. В этом году модный дом заявил о себе с новым размахом во главе с Айшат Кадыровой. В месяц Рамадан в ифтаре, участвуют в ифтаре в разговении 1000 людей, не только на территории Чеченской Республики, на территории Северного Кавказа, в Крыму, Турции, Сирии и даже оккупированных территориях. Когда был город Алеппо оккупирован, тогда даже Рамзан Ахматович Кадыров посылал туда помощь, и там принимали участие в ифтаре больше 20 тысяч человек каждый вечер. Благодаря решительности и решительным действиям нашего главы вышел закон о неприкосновенности личности пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, о запретности карикатур в Российской Федерации. Мы можем перечислять часами, днями, месяцами те добрые деяния, которые совершил глава Рамзан Ахматович Кадыров ради Всевышнего Аллаха. Мы просто приводим некоторые цифры, и это то, что мы можем сказать. Зима 2014-го. Тысячи людей на улицах столицы. Все они пришли посмотреть эстафету Олимпийского огня, которая проходила на улицах Грозного незадолго до Сочинской Олимпиады. Российских спортсменов, которые все же попали на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, в Грозном встретили с размахом. Рамзан Кадыров устроил большой вечер для атлетов. А в мире смешанных единоборств бойцовский клуб «Ахмат» заявил о себе сравнительно недавно, но достаточно громко. Клуб успел перешагнуть границы Чечни, встав в один ряд с ведущими промоушенами. Честь клуба представляют знаменитые бойцы: Магомед Бибулатов, Абдулкерим Эдилов, Хусейн Халиев, Шамиль Завуров, Максим Гришин, Михаил Малютин и многие другие. Также в регион приезжают спортсмены мирового уровня. Спортивная жизнь Чеченской Республики, я могу уверенно сказать, что изменилось массовых и крупных мероприятий, которые проводятся именно, если взять только спорт в Грозном, то вполне можно считать спортивным центром страны. В мире существует много поясов, но на первом плане мечта каждого спортсмена завоевать именно пояс Ахмат. За героизм и мужество, проявленные в годы Отечественной войны, в апреле 2015-го указом президента страны Владимира Путина Грозный становится городом воинской славы. На торжественную церемонию, которая прошла в Екатерининском зале Кремля, от Чечни прибыла делегация во главе с Рамзаном Кадыровым, который назвал это решение торжеством справедливости. Прошлый год ознаменовался еще одним масштабным событием. В мае 2016-го в Грозном впервые состоялся ежегодный международный форум представителей Совета Безопасности. В столицу Чечни прибыли представители 75 стран, курирующие вопросы безопасности, а также делегаты ООН.
регион. На форуме обсудили вопросы совместного противодействия и профилактики экстремизма. Это событие стало очередным доказательством того, что Чечня – безопасный регион, и здесь можно проводить мероприятия мирового уровня. Рамзану Ахматовичу досталась такая тяжелая участь – восстанавливать полностью разрушенную республику. Надо было людям восстанавливать веру в будущее, в мирную жизнь, воевать с неверными. И все это в одном лице. Он был олицетворением и команды, он был лидером этой команды, тем локомотивом, который всех за собой вел. Я считаю, самое уникальное, самое значимое событие – это то, что Рамзан Ахматович, мой дорогой брат, Герой России, стал лидером и команды, и во главе республики. Вот это, я считаю, самое главное событие. С этого уже все остальное началось. Поэтому это чисто признание именно нашего народа, что это единственный лидер, и другого у нас быть не может. 24 апреля 2015-го бойцы спецназа из Чечни стали победителями престижных международных соревнований среди спецподразделений на приз короля Иордании, которые проходили в Королевском центре подготовки военных подразделений в Омане. А в 2016-м Владимир Путин подписал указ о создании Нацгвардии. Это самая крупная реформа органов исполнительной власти в России. То, что многие одиозные лидеры НВФ были уничтожены, я считаю, это непосредственно заслуга главы Чеченской республики, героя Российской Федерации Рамзана Ахматовича Кадырова, потому что он всегда консолидирует нас, всегда нас собирает, всегда каждому командиру, каждому начальнику относится трепетно, с уважением. А это многое значит. На сегодняшний день республика одна из самых динамично развивающихся субъектов Российской Федерации и самых безопасных регионов России. Мы обеспечиваем безопасность населения на всей территории нашей республики. Мы готовы помочь при необходимости, готовы по приказу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина выехать в любой регион России, оказать необходимую помощь. Огромное количество больных получили возможность вылечиться, многие обрели кровь. Все благодаря повсеместной помощи, которую оказывает региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодня глава региона открыт для диалога с населением. Он активный пользователь соцсетей, следит за происходящим в регионе, стране и мире. Его волнуют проблемы людей. Он неоднократно заявлял, что его главная задача – служение народу. И это он доказывает не на словах, на деле. Ook itcharat zo melding do ook nog chicha melding bol schietsen wein qiumat khilchi ook gal arvel tsen gushol gal khaz gushol gal igitsun del reis khilil ala dal de qalwel qiz itchqachert dal qiduq sheshka ishtarlahtu wein yeshmo wel qiz az autostansi natrona جو ريزيدو جو اشتبال بيشتغل محل داديال شو ديل ريزخل بيد نخش جو ديك عشتو خز برغت دو كورتنك إدوكتون برغ شوح عرة إذا جو ديك عشتو садик школы шо больница ю массанга цатер хаз внимание дага доч аур дикч аур хозам холок республика дал это больцун дал алш бол из дала تون بيركتي وزندلي سنجانا أحمد حاجلون نيت حواشو كان رمزان دون كان إيشرا دوق وخيس مشكلة غلط ويلي يرش تايله نيخن أتو خلبنا من تحتون أخ خزنون طولو شو ولا ونوحشي شو دون سن شو دام ولا خيط ديكنيك خلوين دام ولا دال ديال الولي دال أهتو بول أحمد حاج نيق دول يشتات ودون شو بيسني وين طولهم بوطنا بديك نقبو مصونا خز برغت عشبو تشوح أروالا شو هلا برغت أربول شو بوغ بيسنا بيرش ديش وش ولك ولو زاش استدي ونشيو خز تاين اشتخ كوارتير إن شاء الله سونا كوارتير يلا واتس شيشة دوجة كوارتير نوسيلي العشو سيؤتي اشتناخي يوخني متيجيش وستنويدنا اشتخز عشتوقه دير يز خلصنا غالر ديها اشبرنيش زغرنيت اشبرنيش وشو يشا المطارنيش خز خيرشبو гойтши мас маттавай республика. Сентябрь 2016-го. Выборы главы региона. Почти 100% явка населения. Галочка на большинстве бюллетеней стоит в одной и той же графе. Это без слов говорит о том, что своим национальным лидером народ признает Рамзана Кадырова. Залина Атаева, Луиза Юнусова, Зельмхан Закаев. Новости.